Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Региональный сосудистый центр Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи начал свою деятельность в январе 2011 года. В этом году сосудистому центру 15 лет. В подразделениях центра ежегодно получают специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь. С какими диагнозами пациенты поступают и как организована работа, мы сегодня и поговорим. Гости у нас в студии: Надежда Петрова, заместитель главного врача по организационно-методической и клинико-экспертной работе Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. Надежда Семеновна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, с какими диагнозами пациенты поступают в центр и как там в целом вообще работа организована? Да, вот правда, региональному сосудистому центру в этом году исполнилось 15 лет. Мы подвели кое-какие итоги за 15 лет работы. И в региональном сосудистом центре у нас получают лечение пациенты, получившие страдающие острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения. То есть инфаркты и инсульт, нестабильность миокардия и инсульт. Если подведя итоги, сказать о том, что как подведен итог, да, то за 15 лет в региональный сосудистый центр обратились более 70 тысяч пациентов в приемные палаты регионального сосудистого центра, и из них около 40 тысяч пациентов госпитализированы для оказания экстренной медицинской помощи. В региональном сосудистом центре есть определенный строгий очень регламент работы с острыми состояниями у пациентов. Да? Это, по сути, острые сосудистые катастрофы, да, и поэтому там каждая секунда, каждая минута жизни очень важная, очень дорогая для жизни человека вещь. И поэтому все процессы в региональном сосудистом центре, все процессы алгоритмизированы, то есть определенные строгие очень регламенты. Если пациент поступает с подозрением на инсульт, то в течение 40 минут диагноз уже должен быть выставлен. Более того, уже начато лечение. А если пациент с острым коронарным синдромом, то есть это нестабильная стенокардия или инфаркт миокарда, то в течение 20 минут уже пациенту должна быть должна быть оказана уже начало оказания медицинской помощи. То есть есть такое понятие, как дверь-полон. То есть уже реваскуляризирующие процедуры уже должны быть начаты. То есть восстановление кровотока в коронарных сосудах. И вот по такому четкому алгоритму все 15 лет? Все 15 лет. Это очень... В региональном сосудистом центре работает более 200 человек, и они как один механизм. В дежурное время в Республиканской больнице номер 2, там, конечно, другие подразделения, как лаборатория, например, да, как диагностические отделения, да, они тоже участвуют в оказании медицинской помощи. Функциональный кабинет и весь этот механизм. В сутки у нас в больнице дежурное время дежурят около 200 человек, из них около 50 это врачи, и вот это как единый механизм работает. Показатели у нас поэтому очень хорошие в региональном сосудистом центре. Но у вас в Республиканской больнице номер 2 есть еще один механизм, он довольно молодой, но тем не менее очень успешно показывает себя. Это мобильный хирургический центр. В какие районы хирурги выезжали, сколько операций провели? Так, это не в региональном сосудистом центре мобильный хирургический центр, а в составе Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. Мобильный хирургический центр был у нас организован в Республиканской больнице в 2024 году. Мы начали, собственно, работу с 13 января 2024 года в рамках реализации указа главы номер 176 от 30 декабря 2023 года. За 2 года работы мы объездили, если говорить, что по количеству выездов, да, за 2 года работы, за 24 и 25 год, мы по всей республике выезжали около 40 раз. Да? Более 40
более 40 раз, потому что 23 выезда было в 2024 году и 25 выездов в 2025 году. Прооперировали более 1500 человек. Перед операцией консультированы и осмотрены более 5000 человек. Это по всей республике. И вот это вот вообще этот мобильный хирург, проект называется «Мобильный хирург», в рамках исполнения указа главы республики Айсена Сергеевича Николаева, да. Этот проект, он реализован полностью, сейчас продолжается его реализация, и этот проект, он такой экономический и действительно вот проект, который приближает медицину к человеку, к простому человеку в районах, приближает медицину, то есть не только медицину, но и специализированную, в том числе высокотехнологичную помощь, медицинскую помощь. 2 года назад мы про это даже думать не могли. Мы даже предположить не могли в 2023 году, еще летом 2023 года мы не могли предположить, что можно выезжать, вот так составлять бригады, выезжать в операционных центральных районных больниц, оказывать специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь. Если говорить про этот проект, про развитие этого проекта в 2025 году, то в 2025 году у нас есть новелла в этом в мобильном хирургическом центре. Да? Мы расширили свои возможности. В течение 2024 года, конечно же, по ходу реализации проводились ряд совещаний, мониторинги проводились. Министр постоянно, Лена Николаевна, осуществляла, держала, так сказать, руку на пульсе, да, и больше же Министерство здравоохранения виднее, да, в чем чаяние народа, да, что, в чем нуждается народ, в каких хирургических вмешательствах, операциях, кто что хочет пролечить и так далее. Да. И поэтому министрам было рекомендовано расширить свои возможности до профиля акушерства и гинекологии. Например, в прошлом году мы реализовали, внедрили вот этот профиль акушерства и гинекологии, то есть гинекологическую операцию женщины. И, как оказалось, потребность такая очень высокая есть. Получали вот в условиях центрально-районных больниц. Также внедрили в прошлом году по нейрохирургии пластику дефектов черепа. Да? То есть человек, если когда-то переносил травмы, то проводились операции на головном мозге. Имеются дефекты вследствие этих вмешательств, дефекты на черепе. Да? Мы делали пластику черепа в прошлом году на выезде, да, то есть человеку, который уже перенес такую травму, операцию ранее, да, то уже не надо обратно приезжать в город для того, чтобы закрыть этот дефект, ждать там месяцами, проходить обследование и так далее, все по месту. И также мы очень гордимся тем, что мы в прошлом году внедрили в октябре, начали внедрение эндопротезирования коленных суставов. Здесь потребность по республике очень высокая, и поэтому если потребность в тазобедренных суставах мы по эндопротезированию мы сократили немного, да, то есть по коленным суставам потребность остается очень высокой. В прошлом году мы реализовали вот это, да, то есть эндопротезирование. В прошлом году мы выполнили около 40 эндопротезирований коленных суставов. В этом году уже тоже начали где-то около 50 коленных эндопротезов произвели замены. Ну, делают ваши врачи такую безумно ювелирную работу. Ну, наверняка еще какие-то технологии и методики внедряются, не так ли? Да, вы правы. Вообще, вот, кстати сказать, 14 апреля мы встретились с Айсеном Сергеевичем Николаевым, с главой нашей республики. Была встреча медицинской общественности. Все это проводилось в рамках анализа реализации указов главы от 2021 года, и который потом вносились изменения в этот указ в 2023 году.
Мгм. Вот. И в рамках исполнения этих указов, конечно же, там очень много требований, очень много направлений, да, которые надо развивать в здравоохранении. Конечно же, с 2021 года, это же ковидный год был, несмотря на это, вышел такой указ, который именно стратегические направления задал для развития здравоохранения. Да? И в том числе вот в этом указе внедрение инновационных технологий, развитие телемедицины, ну и так далее. Да? В прошлом году мы вообще за эти 5 лет, вот мы проанализировали, да, сколько мы внедрений в нашей больнице сделали, в Республиканской больнице номер 2, Центре экстренной медицинской помощи. И такой же вот подсчет, как бы, ну, за год отчет идет, ну, как бы вот с 20, там, сколько же мы сделали внедрение с 2021 года, так ведь никто не подсчитывал, да, и вот в рамках подготовки к этому совещанию, к встрече с главой, как оказалось, что мы за 5 лет в Республиканской больнице номер 2, Центре экстренной медицинской помощи внедрили более 170 инновационных методов и методик диагностики и лечения. И вот в 2025 году только около 45 инновационных методов внедрили. Да? Любое внедрение, это же ведь не просто взяли какую-то методику новую и начали оказывать в больнице. Да? Это определенная подготовка, это обучение специалистов, это подготовка оборудования, оснащения, технологические процессы, да, очень мастер-классы проводятся с приглашением федеральных клиник, если какие-то это серьезные методики внедряются. Да? И в прошлом году у нас много внедрений, в прошлом году, которыми мы очень гордимся, Республиканской больнице номер 2, Центр экстренной медицинской помощи. Например, вот в октябре 2025 года у нас состоялся конкурс, Министерство здравоохранения Республики проводит, да? Конкурс называется «Открой для себя новое здравоохранение». И, значит, наши анестезиологи-реаниматологи, в частности, Дмитрий Витальевич Андросов, заведующий отделением реанимации интенсивной терапии, участвовал в этом конкурсе. И участвовали мы с нашей темой. Наша тема была это внедрение новых методов лечения в области токсических поражений состояния у пациента и в области сепсиса. Да? И единственные вот очень сложные методики в прошлом году мы внедрили, это селективная плазмофильтрация называется, да, это для лечения токсических состояний, и селективная плазмосорбция называется, да, это для лечения сепсиса. Это очень ресурсоемкие, очень такие редкие, дорогостоящие исследования, вот лечение. И мы успешно внедрили в 2025 году. Ну, кроме этого, конечно, сосудистые очень много, 45 внедрений, из них значимые вот такие. Да, действительно, вы проделываете очень большую работу. Надежда Семеновна, большое спасибо, что нашли для нас время, рассказали такую полезную, интересную информацию. Приходите к нам еще. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.